Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова, Хайр Лекич. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, ключевая антикризисная задача – не остановить строительство. Вот как будут достраиваться объекты в период санкций, кем и чем можно заменить ушедших производителей, как повлияет импортозамещение на цену квадратного метра и качество жилья в том числе. Достаточно ли мер поддержки, принятых на федеральном уровне? Изменится ли льготная ставка по ипотеке? Обо всем этом сегодня говорим в нашей программе. Тема называется «Строительная отрасль в условиях санкций». С удовольствием представляю наших экспертов. Они у нас сегодня просто потрясающие. Итак, Ильшат Сахапович Гимаев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Хайр Лекич. Рады видеть Эмиля Наилевича Хуснутдинова, депутата Государственного совета Республики Татарстан, генерального директора группы компаний «Жилищно-инвестиционная компания» города Казани. Добрый вечер. Добрый вечер. С нами сегодня Делюс Наилевич Сиразиддинов, генеральный директор компании «Камстройинвест». Рады видеть. Приехал к нам не совсем издалека, но из Автограда Раиль Габдухович Минигалиев, генеральный директор компании «Стройтраст», депутат Горсовета от партии Роста. Все верно? Совершенно. Рады вас видеть. Добрый день. Также сегодня с нами Наиль Ринатович Галеев, директор группы компании СМУ-88. Добрый вечер. Сергей Михайлович Орлов, директор строительной компании «Акташ Инвест». Добрый вечер. И с нами сегодня на интернет-связи, наконец-то, леди Анастасия Анатольевна Латыпова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Помогайте мне, короче говоря. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас также можно смотреть в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать, помимо своей речи, свою позицию кнопками на пультах. Красный категорически не согласен, синий поддерживаю коллегу или белый отношусь нейтрально. Для начала предлагаю обсудить опрос, который мы всю эту неделю проводили в группе ТНВ ВКонтакте. И задали вопрос так, кстати, простой. Планируете ли вы улучшать жилищные условия? И вот какие результаты. Да, буду покупать квартиру при любой ипотечной ставке. Так ответили 0% опрошенных. Да, но только после снижения цен и банковских ставок, так считают 32% респондентов. Нет, буду жить как прежде. За этот вариант проголосовали 68% участников опроса. Зрителям мы также задаем этот вопрос. Варианты ответа вы тоже видите на экране. В конце программы подведем итоги. Я бы хотела как раз гостям студии сразу спросить, удивил, не удивил этот опрос, или вы в своей работе чувствуете совсем другие цифры и показатели? Дальше, Сахапович. Нет, не удивило, в принципе. Люди очень осторожно относятся, когда такие сложные экономические ситуации наступают. Они, прежде всего, во-первых, думают, уже взвешивают, смогут ли они кредит обслужить потом в дальнейшем. Поэтому, и, конечно, вот процентная ставка, которая больше всех выражается, что они взяли бы, если льготный кредит будет уже действовать, оно как раз отражает ту суть полемики, когда господдержка оказывает главенствующую роль. Поэтому это все нормально. То есть это нормальные, адекватные результаты. Делюс, Я абсолютно согласен с Ильшатом Сахаповичем. Рынок устроен так, что и прям пропорционально зависит от тех условий, которые предлагаются банками, государством, девелоперами. Поэтому вот это 30/70, то, что сейчас та ситуация, она, в общем-то, возможно, и не такая плохая, но, конечно же, она была лучше намного. Мы привыкли жить, так скажем, в дефицитное время недвижимости, так скажем, потому что были условия по ипотеке шикарные, сметали на рынке все, но либо так, либо, может, при других условиях все равно бы рынок немножко бы успокоился бы. Спасибо, Сергей Михайлович. Я в целом тоже согласен, но я хотел бы сказать еще одну вещь. Она заключается в следующем. То есть 100% опрошенных – это же не факт, что те люди, которые действительно все хотят улучшить ситуацию и отвечают таким образом. Некоторые просто на данном моменте не рассматривают вопрос улучшения жилищных условий, и как следствие они в 60%. Поэтому в целом проценты эти неудивительны. Спасибо, Эмиль Наилевич. А для вас? Я вот считаю, вообще все 100% хотят улучшить. Но точно. Все 100 хотят. Вопрос когда? Да, вопрос когда. Когда придет время, наверное. Хорошо, каким должно быть время? Что должно произойти? Надо, конечно, на годик назад. Вот такое время было очень для нас, для всех хорошее годик назад. Правительство, мы видим же, делает шаги на то, чтобы эту ситуацию, которая на сегодняшний момент сложилась, как-то правильно настроить. Я думаю, все получится. То есть вы считаете такой переходный период, и все-таки поэтому сейчас, на сегодняшний момент, делать выводы
Ну, вот действительно, то, что Делюс сказал, 30% это хорошо на сегодняшний момент, на ту ситуацию, которую мы имеем. Поэтому, Внушает некий оптимизм, да? да, да, вполне. Я считаю, что 30% это хорошая цифра на сегодняшний момент. Но я думаю, что будет и больше. Не бывает, И больше. понимаете, неправильного времени. Всегда под определенное время и под определенные условия все участники рынка подстраиваются. Включаются, начинают работать. Да, пересматривают свои фин-модели, Время не проекты. пришло, наверное. Ну, Мы что, только всегда- прошло-то сколько дней? Время оно есть, оно не Это то, чтобы можно не днями пришло, только оно не исчислять может даже. отлежаться. Просто условия сейчас такие. Вот мы будем работать в таких условиях. Хорошо, Наиль, как вы Мы же считаете? и приучили еще клиентов, обратите внимание, ну, к дешевой ипотеке. Давайте вспомним лет 5 назад. Не было же таких процентов, как вот на сегодняшний день мы говорим про льготную ипотеку, 6% для семей с детьми. 6% 5 лет назад не было таких Да не предложений. было. 15 это было. 15 это было, Это было как был хорошо. хороший процент, да, сейчас как бы Да. другие реалии, мы привыкли к более хорошим условиям. Ну, Забыли так как- просто, да? Забыли об этом. Давайте вот, ну, я думаю, просто, ну... Ну вот вспомнили. Вспомнили, вопрос Время времени. надо, чтобы переварить. Теперь нужно Переварить. усвоить, Раиль. Ваша точка зрения. Да, все новое, это хорошо забыто старое. Но я думаю, что оптимизм это хорошо, он есть, он должен быть здоровый. Вы сказали, какое время. Люди хотят понятное время, прогнозируемое. В принципе, у нас на периферии, я думаю, что кому было необходимо жилье, они от своих мыслей не отказываются. То есть в этом направлении идут. Если мы работаем в Альметьевске, в Нижнекамске, в Елабуге, в Челнах, да, процент уменьшился, но, наверное, не так, как в Казани. Все-таки Ну, а, Казань как, такой. о каком уменьшении процента сейчас? Ну, определенная пауза есть, чувствуется у людей, но они не отказываются. Те же самые люди, кто зондировал почву до, скажем так, последних событий, они не отказались, они просто подстраиваются, они пересматривают, перекраивают свои лекала, они смотрят, как могут рассчитать свои базовые ставки, как долго это продлится. То есть, но вот чтобы категорически отказаться, такого нет. То есть продажи идут, есть. Падение вот серьезного никто не прочувствовал на данный момент? Падение спроса? Спрос, Ну, если вы конечно. говорите Ну, оно, процентов, оно есть, 10-20. нельзя сказать пока маленький период времени. Нет, мы не можем сказать, что оно прям вот, ну, на сегодняшний день серьезное, потому что, во-первых, все продукты государственные действовали до 1 апреля, и вот мы только, ну, сколько у нас, 20 Инерция дней. еще идет Да. определенная. Ну, заделы есть. Заделы есть, как бы это. Ну, это мы сможем понять, ну, месяца через 2 окончательно. Месяца Вот. через 2. Хорошо. Анастасия говорят, что-то хочет добавить. Анастасия, прокомментируйте результаты опроса? На самом деле хотелось бы сказать, что опрос не показывает, какое количество раньше хотело приобрести квартиру, но теперь потерял такой интерес. Может быть, это немножко вот та самая группа риска, которая рассматривает при условии понижения. Но пока на самом деле катастрофы здесь такой не видно в этом опросе. Хорошо, спасибо. Продолжу. Подписан на телеграм-канал Марата Хуснуллина. Одна из последних публикаций на этой неделе. За первый квартал этого года мы выдали разрешение на строительство почти 9 миллионов квадратных метров жилья. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в 2021. При этом устойчивый рост зафиксировали более чем половине регионов. Это хороший задел на будущее, о чем уже говорил Ильшат Сахапович. Увеличение предложения на рынке недвижимости естественным образом позволяет сдерживать рост цен. И вот рассчитываем, что принятые правительством меры поддержки строительства отрасли помогут сохранить набранный темп. Как видим, пока все на подъеме. Вот, Ильшат Сахапович, какая на данный момент обстановка на строительных площадках республики, что вызывает определенное беспокойство, либо действительно через 2-3 месяца мы будем пожинать определенные там плоды к осени? Ну, давайте начнем с Цыплят того, считать. что как мы идем в этом году. Вот на сегодня у нас введено жилья 1 миллион 115 тысяч. Это примерно 113% к уровню прошлого года. И, соответственно, там доминирующую роль играет ИЖС, более чем 650 тысяч, и 365 это МКД инвестиционный. То есть пока вот идем по линии малоэтажного строительства. При этом, если посмотреть по цифрам продаж, то первый квартал, он знаменит чем? Потому что тогда еще действовали льготные ипотеки по 7%, и люди старались успеть последний Вот, вагон, февраль уходящий поезд. Да. запрыгивали, И да? вот конкретно март месяц продажи состоялись порядка 9 миллиардов, а при этом прошлогодний уровень был около 5,5 миллиардов. То есть люди, Почти в 2 раза. многие успели воспользоваться той ипотекой, которая более выгодна была. Понятно, что сейчас льготная ипотека 12%, она немножко будет снижать вот те темпы, которые на сегодня наши застройщики тоже обращают внимание. Я думаю, что на сегодня мы должны смотреть осторожным оптимизмом на будущее. И все принципы и модели, которые господдержка оказывает, не надо забывать также и по молодым семьям под 6%, и материнский капитал, который используется очень активно молодыми семьями, оно свою роль играет. Это самые любимые клиенты наших застройщиков. Поэтому
Мы выводы будем делать вот после майских праздников. С застройщиками мы встречаемся раз в месяц. Вот договорились, что после майских праздников мы подведем итоги апреля месяца и посмотрим, куда мы двигаемся. Хотелось бы быть уверенным, что двигаемся в правильном направлении, что заделы, которые на сегодня у нас составляют, их примерно МКД инвестиционные 1,9 миллионов квадратных метров. И отрата, что 97% у нас идет в рамках проектного финансирования, где деньги дольщиков застрахованы АСВ, и они находятся в так. Застройщики к этому относятся, конечно, по-разному. Ну, Им хочется, там, да, чтобы тоже поговорим, да, раскрывать, когда уже объект готовности там 70% и более. Но пока на это не идут федеральные центры. Но тем не менее, мы видим, что почти 2 миллиона задела есть. Это только многоквартирное инвестиционное жилье. Есть еще у нас соципотека, порядка 150 тысяч строится. Есть ИЖС, который все-таки идет бурными темпами. Вот, поскольку пандемия, по счастью, ИЖС работал свою положительную роль. Люди старались иметь дома за городом, кроме квартиры, и поэтому эта тенденция продолжается. Также она имеет место быть и в Челнах тоже. Поэтому мы пока живем на заделах заработанных, которых хватит на год, на два, но самая главная задача сейчас создавать заделы на перспективу. Вот это самая главная задача. Это мы обязательно обсудим. Сейчас прервемся на рекламу, не переключайтесь, потом продолжим. Пасха Христова. Прямая трансляция праздничного богослужения из собора Казанской иконы Божьей Матери. 23 апреля в 23:30. 2 мая театр Камала приглашает на спектакль-концерт, посвященный жизни и творчеству великого татарского поэта Мусы Джалиля. В спектакле заняты артисты театра, оркестр играет сочинения татарских композиторов. Билеты в продаже для зрителей старше 12 лет. ТНВ теперь и на Рутуб. Выпуски программ, актуальные сюжеты, документальные фильмы и интервью на нашем Рутуб-канале. Подписывайся. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости». Освещаем каждый день яркие события, явления, люди. Делаем новости вместе. Между нами только экран. Итак, от «Точка опоры» мы обсуждаем работу строительной отрасли в условиях санкций. На этой неделе состоялся антикризисный штаб, очередное заседание в Казани. Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с руководителями крупной строительной компании. Многие из участников сегодня здесь в студии. Ильсур Метшин отметил, что общая задача сегодня – научиться спокойно и эффективно работать в новых условиях, найти баланс между желанием построить как можно больше жилья и повысить качество новой застройки. В круглом столе принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Вольфсон. Быть сегодня он здесь не смог, по скайпу тоже. И он тогда рассказал, что для поддержки строительной отрасли Госдума приняла 2 пакета поправок 20 федеральных законов. В настоящее время идет рассмотрение 3-го пакета поправок. Я предлагаю сейчас послушать фрагменты его выступления и как раз обсудить, вот чего нам на данный момент не хватает, чтобы обеспечить тот самый задел еще на пару лет. Правительство Российской Федерации теперь наделено следующими полномочиями. Вводить мораторий на проведение проверок надзорными органами. Разрешить застройщику продолжать работу на объекте после истечения срока разрешения на строительство, без получения новых разрешений и применения наказаний. Предусмотрено автоматическое продление разрешения. Вводить мораторий на проведение квалификационного экзамена или упростить процедуру сдачи экзаменов для специалистов, проводящих экспертизу проектной документации. Альтернативный срок действия аттестатов может быть продлен. Смягчать финансовые санкции и другие меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам долевого участия. Смягчить требования для включения в реестр проблемных объектов, домов, чей срок сдачи нарушен более чем на полгода. Упростить передачу объекта долевого строительства дольщику, исключить возможность злоупотребления права, так называемый потребительский экстремизм.
Установить возможность частичного или досрочного раскрытия СКРО-счетов для застройщиков до 70%. Упростить внесение изменений в проектную документацию при замене зарубежных стройматериалов на отечественные аналоги при условии сохранения себестоимости строительства. При удорожании упростить внесение изменений в проектную документацию. В течение 14 дней должна быть проведена экспертиза достоверности сметной документации. Упростить проведение госэкспертизы проектной документации на соответствие требованиям в области охраны окружающей среды и требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. И отменить дополнительную государственно-экологическую и историко-культурную экспертизу. Упростить проведение всех процедур, касающихся документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию. Но для меня, как для журналиста, усвоило все упростить. Да, то есть в каждом пункте с этого начиналось. Но все-таки, если подвести итог той встречи, основное, о чем говорили участники, необходимо понизить ключевую ставку льготной ипотеки, временно отменить эскроу-счета, раскрыть, да, мы их называем, дать возможность бизнесу в этом году работать по старой схеме без дорогого банковского финансирования. Вот основные главные тезисы. Все ли эксперты с этим согласны, что именно вот эти три позиции, которые сегодня нам нужно соблюсти, и все-таки реально ли понизить ставку льготной ипотеки? Ну, я скажу только для начала. По льготной ипотеке, которая сегодня составляет для застройщика 15%, пока федеральный не рассматривается. Даже ключевая ставка на сегодня, она упала на 3 пункта, с 20 до 17. Но вот Маршал Кожаныч Хуснуллин, вице-премьер правительства России, недавно выступал, он говорит, пока мы не рассматриваем еще уменьшение в сторону уменьшения. То есть, Хорошо. И в связи с этим пока этот вопрос не рассматривается. Хотя застройщики, конечно же, хотели бы еще меньшую ставку. Но... Ну, какой должна быть, вот давайте, какой должна быть ставка для комфортного существования и удовлетворения спроса и задач строителей? Сколько? Чем меньше, тем лучше. Нет, как для семьи с детьми 6%, она адекватна, она хорошо работает. Но у нас же льготная есть ставка для 6% субсидированным государством для семьи с детьми после 18 года. Если была бы общая такая, мне кажется, то хорошо бы работала. Но еще же есть проблема в сумме кредита. Сейчас сумма кредита 6 миллионов. Максимально субсидируемым государством. Для Казани это маленькая сумма на сегодняшний день становится. Потому что средняя трехкомнатная квартира стоит миллионов 10 в городе Казани. Спасибо, успокоили, хорошо. А мы не против. Мы никуда от этого не денемся. И потому что в Казани 6 миллионов, в Москве, в Питере 12 миллионов сумма льготного кредитования. То есть вы предлагаете увеличить еще и сумму кредита? Да. Даже, это очень важно, потому что... При ставке в 6%. При ставке в 6%. Вот глава ВТБ Андрей Костин как раз сегодня в интервью телеканала «Россия-24» сказал, что должна быть точно ниже 10%. Вот у кого какое еще мнение по поводу ставок? Не больше 8, это уж рабочая цифра, но 6 это в идеале. Я думаю, к 6 мы уже не вернемся, по крайней мере, в ближайшее время. Но 8 и 9 край – это рабочая цифра, которую можно уже варьировать. Тоже надо разделить процентную ставку для застройщиков и для граждан. То есть это две разные вещи. Вот как раз речь шла про наших дольщиков, которые покупают квартиры, что для них приемлемо от 6 до 8%. Застройщики пока они больше 15%, меньше 15% брать не могут, но они тоже хотели бы уменьшить свою процентную ставку. Вот в этом плане, я думаю, коллеги скажут, какой процент приемлем для них было бы. Какой, если мы говорим сейчас о застройке? Я, с вашего позволения, воспользуюсь техническими возможностями студии и на вот эту кнопочку в пользу Наиля Ринатовича. Так, 6% и увеличение суммы кредита. Да. Так? Да. Наверное, еще можно сказать про вторичную ипотеку, на вторичное жилье, ипотека. Вот на сегодняшний момент нет же никакой программы по вторичному жилью. А это тоже драйвер роста по покупке новостроек. Потому что мы же понимаем, улучшение жилищных условий же обычно идет. А улучшение что значит? Это продажа своего предыдущего жилья. А нет же, покупатель не может купить, потому что вторичное жилье, никакая ипотека не работает. Она, обычно на рынок идешь, и сколько там, процентная ставка. Только на новостройке, а на вторичное жилье. И это очень серьезный драйвер на самом деле. То есть вы сейчас считаете, что в числе мер поддержки и так далее должна быть разработана и позиция по вторичному рынку? Да, по вторичному рынку ипотечная ставка тоже должна быть льготной. К этому тоже придем со временем. Когда придем? Время покажет, я думаю, в дальнейшем. Но все-таки мы ожидаем вот эти колебания, они должны произойти, да? То есть вот сейчас этот период неопределенности. Пока, да, я думаю, тут... Во всяком случае, если позволите, сейчас все чаще и чаще
говорится именно о ипотеке на вторичку. Поэтому этот вопрос, я думаю, недалеко, В общем, висит в воздухе, он... недалеко к своему решению. Его все поднимают, и НАЗА, и Нострой, и Минстрой Российской Федерации. Поэтому посмотрим, что дальше. Хорошо. Смотрите, еще из озвученных мер поддержки. Уточнили перечень документов, предоставляемых застройщикам. Теперь органы власти не будут повторно требовать от заявителя документы, которые уже однажды были предоставлены в государственные структуры. Таким образом, перечень сократился примерно на 100 документов. Вот насколько это ощутимо, нужно и было важно. Наиб. Можно ответить? Да? Но мы же сейчас живем в эпоху современных... Цифровизации? Да. В эпоху цифровизации. И эта проблема, она назрела на самом деле давно. Просто вот сейчас те, может быть, не заградительные меры, а слишком жесткие меры по документации, по документообороту мешают застройщикам, профессиональным застройщикам быстро осуществлять и реализовывать свои проекты. В общем, сейчас все застройщики, они, ну, по крайней мере, не в регионах, а в более крупных городах, они чувствуют конкуренцию и становятся более профессиональны и пользуются профессиональными инструментами, такими как и цифровыми, сейчас на BIM-моделировании. Все идет только на улучшение качества. И те нормы, которые были раньше, они немного устарели. Не немного, а сильно устарели. И вот Илья, то, что озвучил перечень вот этих мероприятий, они действительно, они чрезмерные. И если их примут, это будет очень хорошо для многих застройщиков. Конечно, наверное, только первый шаг. Конечно, мы почувствовали, но я думаю, что это только первый шаг. И нужно двигаться в том же направлении, правильный тренд. У нас профессионалы сейчас на этом возглавляют этот строительство, так скажем, в России. Поэтому если вот почувствовать, потрогать хочется, что называется, вот если на 100 документов сократился перечень, насколько это ускоряет процесс? Сергей Михайлович, Наиль. Ну, в численном выражении это сказать сложно. То есть тут действительно, как бы вот Делюс уже об этом сказал. Основной вопрос, то, что сейчас в эпоху цифровизации, когда есть уже тот документооборот, который накоплен, дублировать его и заново выдавать, ну, нет смысла. Поэтому эти моменты, просто сейчас ситуация подтолкнула их к более быстрому решению, поэтому это вошло как бы в меры поддержки. Все, что было логично вводить еще несколько лет назад, в общем, да, было введено сегодня. Хотя, в принципе, вот то, что Илья говорил в своем выступлении, значит, там очень много как бы специфических технических моментов, которые простому зрителю, может быть, неинтересны. Значит, но вот я хотел бы с этого же совещания, Ильсур Раисович там абсолютно четко сказал, самое главное, чтобы сегодня те меры, которые временно примем, не повлияли на полный инвестиционный цикл и не ухудшили ситуацию впоследствии. Я, конечно, не впрямую процитировал, да, но своими словами близко к тексту. Наиль, есть что добавить? Ну, вы поймите, любое сокращение документов – это сокращение времени, сокращение денег. Так как мы все, опять-таки, в кредитных деньгах сидим, это, ну... И уменьшение себестоимости. Уменьшение, в том числе, уменьшение себестоимости. это повлияет на покупателя, на обывателя. Угу. Еще, смотрите, озвучивались такие же, в числе мер поддержки предлагались на встрече увеличение срока действия разрешительных документов, сдача жилых домов без паркингов и отказ от общественных обсуждений. Я, конечно, понимаю, как на это может реагировать потребитель. Да? Как вы отреагировали, вот какая позиция ваша? Отказ от паркингов? Общественное обсуждение. Насколько сегодня стоит беспокоиться тем, кто... Там не было отказа от паркинга, уменьшили. Было предложение, и была четкая позиция. Эмиль Наиль как раз и предлагал. Мальчик сказал, мужчины. Кто-нибудь один, пожалуйста. Это было предложение. Это было предложение Эмиля Наильевича, он мне лучше всех расскажет. Будут или не будут паркинги? О чем думаете? Нет, паркинги никто не отменял. На самом деле никто не отменял паркинги, и никто не предлагал отменить, а именно уменьшить количество паркингов на количество квадратных метров. Вот это вот уменьшение. Мы все-таки идем к тому, что смотрим, как в других регионах, да, сколько паркингов строится на количество жилья, там, на квартиру, на квадратный метр. Мы видим, что у города, ну, мы взялись очень серьезно, да, город наш взялся, я про Казань говорю, Челны я не знаю, честно говоря. То же самое. Но Казань взялась за то, чтобы меньше парковались во дворах, а именно были парковочные места. Это все во благо для людей. Но, как говорится, мы взяли за большую планку, взяли высокую, пошли.
а в итоге паркинги, они не продаются. Соответственно, начали смотреть и уже постепенно снижаем эту планочку и, в принципе, идем к тому, чтобы оптимизировать количество парковочных мест, к тому, чтобы люди именно покупали. Сколько построил, столько купили. Потому что ни для кого не секрет для застройщиков, что избыточное количество паркингов, они не продаются. Я не буду про себя говорить. Это... Я с Эмилием Ильичем абсолютно согласен. И еще вот когда мы были с Эмилием Ильичем, тот срок депутатства, в Гордуме? тот созыв, да, была проделана огромная работа с застройщиками города Казани, с крупными, по оптимизации. Есть такой документ, местный МНГП, да, где как раз прописана вот эта нормативка вся. И это в ручном режиме, при помощи квадрокоптеров, в разное время суток, в разные дни. Постоянно набиралась статистика. И все равно там еще есть задел, который можно сейчас можно оптимизировать. Извините, что я перебиваю. Мы переключаемся на новости Татарстана, а потом продолжим во второй части. Наехали. Международный фестиваль традиционной культуры «Этномириада» на ТНВ в программе «Каравай». Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Белка закрывается навсегда. Последний день работы магазина – 26 апреля. Ликвидация коллекции шуб и пальто со скидками до 60%. Белка, Татарстан 7. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Извещатели крепятся с помощью саморезов. Заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. 112 – номер, который нужно набирать в любой экстренной ситуации. Пожар, авария, утечка газа, угроза жизни и здоровью. Противоправные действия, конфликты, в том числе на национальной и религиозной почве. Вызвать помощь по номеру 112 можно даже при нулевом балансе и отсутствии устойчивой связи. Сделай свою жизнь безопаснее. Даже игрушки понимают, что безопасность ребенка – лучший подарок на Новый год. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна. И вот о чем сегодня расскажем. 30 апреля состоится республиканский ифтар. Молитва в основном это о здоровье. О подготовке к 10-му ифтару расскажет Иван Сарафанов. В канун светлого праздника со светлыми надеждами.
Я в этом году первый раз поеду по А помнишь, когда мы первый раз пекли Пасхи, я посыпала? На Пасху у вынужденных переселенцев на столе обязательно будет кулич. Об этом Алия Хайрудинова. Чтят и читают. И читал, и пролистал, и вникал. Как в Казани отметили день рождения Владимира Ленина, увидел Дмитрий Аренин. Не просто доходный дом, а настоящий дворец с огромной и очень красивой историей. Весь дом, он должен вернуться к своему исходному предъявлению. Что же будет в знаменитом доме Ушковой, когда начнутся работы по реставрации, выяснила Юлия Гоголева. В Казани продолжается строительство нового технопарка. Его откроют там, где раньше была обувная фабрика «Спартак». Он должен стать частью масштабного цифрового квартала в центре столицы. Проделанную работу оценил сегодня Рустам Минниханов. На объекте задействовано свыше 360 строителей. Проект включает в себя реновацию существующего здания и строительство нового корпуса. На 45 тысячах квадратных метрах будут расположены детский центр, киберполигон, общественные пространства и многое другое. Планируется, что в ближайшие годы благодаря новой территории появится свыше 3000 рабочих мест для 130 новых компаний. По итогам народного голосования новый IT-центр назовут именем выдающегося татарстанского ученого Башира Рамеева. Именно он 74 года назад изобрел первый ЭВМ. С этого момента в стране начался отсчет быстрого развития вычислительной техники. Новый объект планируют открыть ко дню города. Вот около окна это фибробетон, здесь у нас композит. А композит будет цвет под фибробетон, все. Вот он лежит там. Да, одинаковый, то есть он не будет отличаться. С генеральным директором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым встретился сегодня президент Рустам Минниханов. Обсудили развитие проекта «Карта жителя Республики Татарстан» на базе платежной системы «Мир». В ней будут сосредоточены как платежные, так и социальные сервисы. Это электронный проездной, медицинский полис, СНИЛС и другие. В перспективе «Карта МИР» должна стать ключом для получения мер соцподдержки, сохранить для жителей республики цифровые продукты и дополнить их новыми возможностями. А вопросы поддержки туристической отрасли Рустам Минниханов обсудил с главой комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаевым. Они говорили о развитии туризма и вариантах поддержки отрасли, в том числе инициативы «Волжское путешествие». Она объединяет 7 регионов Приволжского федерального округа. Они связаны единым речным маршрутом и формируют перспективный туристический проект. В этом году в оздоровительных лагерях отдохнут 218 тысяч детей из Татарстана. 5 тысяч отправятся в 4 лагеря Черноморского побережья, а также в детские центры «Артек» и «Орленок». Об этом сегодня сообщили в Доме правительства. В республике в 2022 на оздоровление школьников выделили 1 700 000 000 рублей. Это почти на 90 миллионов больше, чем годом ранее. Продолжает работу программа детского кэшбэка, по которой родители могут получить до 50% возврата от стоимости путевки. На сегодня куплено уже больше 10 тысяч таких туров. Что касается инфраструктуры, в этом году в Татарстане отремонтируют 22 детских лагеря. В рамках программы «Лето детям» с 2019 по 2021 год 26 лагерей приведены в порядок на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. В программу 2022 года включено 22 лагеря, из них по 12 лагерям запланирована разработка проекта, по 10 лагерям выполнение строительно-монтажных работ. Особенностью организации летнего отдыха, оздоровления в Республике Татарстан являются тематические профильные смены. И главную задачу, которую мы с вами ставим в процессе, это вопрос коммуникаций с детьми и молодежью, для того, чтобы мы имели возможность вовремя заметить проблему и по итогам летней смены наши с вами дети развивались, получая удовольствие от взаимодействия с нами, с воспитателями, с учителями. Ровно через неделю в Татарстане пройдет большой республиканский ифтар. И в этом году он соберет 10 тысяч верующих, которые весь месяц постятся, воздерживаясь от еды и совершения плохих деяний. У ифтара в этом году две особенности. Он юбилейный, 10-й, и пройдет под знаком 1000-столетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Где встретятся верующие, кто поможет накрыть большой стол и как цифровизация помогает организации масштабного мероприятия, Иван Сарафанов.
10-й республиканский ифтар пройдет на площадке Казань-Экспо. В прошлом году из-за пандемии в нем приняли участие 5000 мусульман. В этом году число участников увеличили в 2 раза, до 10 тысяч. 30 апреля для казанцев от центрального ЖД вокзала до аэропорта пустят 2 бесплатных аэроэкспресса в 16:45 и 17:40. Пригласительные билеты на ифтар будут электронные. Их можно получить в районных мухтасибатах, мечетях Казани и резиденции Духовного управления мусульман. Мы пришли к такой форме, как электронный пригласительный билет. Это в первую очередь для удобства отдаленных наших районов, чтобы не приезжать, не забирать их. Всех гостей будут встречать 500 волонтеров. Их набрали из 1500 претендентов. Они будут помогать в организации ифтара, подавать угощения и убирать столы после завершения вечера. Традиционно главным блюдом станет плов. Для приготовления уже закуплены 2 тонны говядины, 1,5 тонны овощей и тонна риса. На столах у нас будут также выпечка, будут фрукты, сухофрукты, будут овощи, будут сладости, будет чак-чак, будут печенье, конфеты, будут соки. По словам организаторов, во время ифтара будут соблюдены все санитарные и эпидемиологические нормы. Будут предоставлены возможности всем гостям использовать средства индивидуальной защиты, будут предоставлены маски. На объекте также имеется в достаточном количестве санитайзеры и, соответственно, бактерицидные излучатели, которые в формате кварцевания также очищают воздух. В этом году республиканский ифтар пройдет под знаком 1000-столетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Во время коллективного намаза прочтут молитвы за здравие и мир. Молитва в основном это о здоровье, чтобы наши люди были здоровы, это самое важное, это о душевном спокойствии и о мире во всем мире. С 5 до 7 часов вечера муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин и имамы расскажут об особенностях месяца Рамазан. Также будет работать халяль-маркет. Пройдет и показ мусульманской моды. Иван Сарафанов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На светлый праздник Пасхи на столах вынужденных переселенцев будут куличи. Об этом позаботились сотрудники Казанского булочно-кондитерского комбината. Сегодня праздничные угощения передали семьям из Донбасса и Украины. Хлебопеки посетили санаторий Ливадия и столичные гостиницы, где временно проживают переселенцы. Для них это первая Пасха вне дома. С какими надеждами они ее встречают? В репортаже Алии Хурудиновой. Несмотря на то, какие трудности в жизни мы преодолеваем, чтобы все-таки было ощущение праздника, тепла. Здесь национальностей очень много, очень много. Но, говорю, тут именно у нас в Казани такие люди, говорят, гостеприимные. У нас в Казани в один голос говорят постояльцы санатория Ливадия. Меньше чем за месяц город стал для них родным домом. Вот и в канун Светлой Пасхи о них не забыли. 250 куличей и чак-чак украсят праздничные столы. Держи, угощайся, куличик. Для каждого из них это первая Пасха вдали от дома. Анастасия и Денис Тюбины приехали в Казань из Мариуполя. Говорят, квартира осталась под завалами, а в ней вся память о мирной жизни. Это первая Пасха, когда я не буду в своей духовке печь Пасху и ни с кем делиться. Ну, у нас там соседи очень дружные. Вот, и тоже мы куличиками делились, яйцами тоже делились, бились. Там, на Пасху все вместе в церковь ходили. В Мариуполе у них осталась мама. Связи с ней нет уже месяц. Рассказывают, не раз ходили в местные церкви, чтобы помолиться. На Пасху пойдут снова, чтобы осветить куличи. Всегда жена пекла на нашей духовке, в нашем доме. Наши Пасхи, ходили мы их светить. Церковь, которая находится рядом с домом. На самом деле эта церковь находится возле областной больницы. И там сильные бомбардировки были. Даже сейчас неизвестно, в каком состоянии она находится. Сегодня в санатории Ливадия проживают 165 вынужденных переселенцев. За каждой дверью своя история, своя трагедия. Но у каждого на столике верба – главный символ Пасхи, олицетворение веры и надежды. Мы и сами пекли Пасхи эти мы пекли. Конечно, обидно до слез. Мы уже думаем, ну как же тут быть, хотя бы пасочки, хотя бы купить эту пасочку, хотя бы как-нибудь. Были мы там в церкви, там взяли священной воды, хоть сами тут посвятим уже, что не попадем там. Вот. Ну и тут вдруг нам говорят, что нам привезут куличи. Большое спасибо за то, что вы нас поддержали, сделали нам праздник. Для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, у них первая Пасха вне дома, и не все имеют возможность приготовить, поэтому мы решили помочь и приготовить, и привезли специально красивые, вкусные куличи для всех, кто проживает сегодня в Казани. Многие из них не верят, что когда-нибудь смогут вернуться на родину, но они каждый день чувствуют заботу и тепло в своем новом доме и ждут наступления Светлой Пасхи. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
В нашу редакцию обратился житель села Старый Юмралы Апастовского района. Марат Мингазов считает, счета за вывоз бытовых отходов им начисляют некорректно. И ссылается на федеральные нормативы, по которым вывозить мусор должны ежедневно или не реже 2 раз в неделю. В противном случае плата должна снижаться. Но этого, как уверяет герой нашего репортажа, не происходит. Нет в селе и контейнеров для крупногабаритного мусора, которые по закону должны быть установлены. Мужчина не раз обращался в прокуратуру и исполком района, чтобы найти ответы на свои вопросы, но пока безуспешно. Юлия Гоголева разбиралась в подробностях этой истории. В феврале 2020 года 123 человека жителей подписались, у меня все документы есть. Марат Мингазов, коренной житель села Старый Юмралы, рассказывает, с мусором здесь никогда не было проблем. Бумагу сжигали, стекло и железо закапывали или сдавали на металлолом. В конце 2020-го для них организовали площадки по сбору мусора. Договор заключили с региональным оператором компанией ПЖКХ. Новая услуга жителям обходится в 104 рубля в месяц. Платят все, как это происходит в городской многоэтажке. Я живу одна, никакой мусора нет у меня. Бумагу отжигаю, и больше ничего нет у меня. Деньги все равно плачу. Жители уверены, плата за вывоз мусора завышена и выбрасывают они гораздо меньше. Марат Мингазов – фермер, по образованию математик. Расчеты и нормативы, по которым производит начисления, он проанализировал досконально. 2560 литров на год. Если разделить на 365 дней, каждый день я бросаю, и вы, и семья, 7 литров мусора. Вы представьте, у меня сейчас 5 человек, мы каждый день 35 литров мусора. Откуда у нас такая мусор? Я изучил все это состав. Там 25% это пищевые отходы. Но извините меня, пищевые отходы, кто бросает деревни. По нормативу, уверяет Марат Мингазов, вывозить мусор в летний период должны каждый день, зимой и осенью раз в 3 дня. У них же, по его словам, независимо от времени года, это делают 1 раз в неделю. А в этом случае плата должна снижаться. Об этом говорится в постановлении правительства России. Но перерасчета жителям не делают, поэтому глава семьи принципиально не оплачивает услугу. У нас есть Конституция Российской Федерации. Там написано, каждый платит свои по закону налоги и сборы. Я налоги плачу, меня не спрашивают, у тебя деньги есть или нет. Я плачу, понимаете? И будьте добры, исполняйте свои обязанности. Я только это прошу. Долг Мингазовых перед ПЖКХ за вывоз мусора на сегодня около 15 тысяч рублей. Из-за него некоторое время назад родителям Марата перестали выдавать субсидии, которые они до этого получали регулярно. Тогда математик и решил отстаивать свои права. Написал во все инстанции – прокуратуру, исполком, в ПЖКХ. К последней больше всего претензий. Договоры, которые единовременно заключили с жителями села, по сути без их подписи и согласия, он считает неправомерными и возмущен, кто передал компании их персональные данные. Откуда ПЖКХ получил наши персональные данные, чтобы слать нам квитанции? В счет пришел нашему отцу. Именно он должен платить. Откуда они решили? Почему не я? Откуда они узнали, что собственник дома – это мой отец? ПЖКХ к нам не обращался, мы никакие данные про персональные данные, то есть жильцов, никому не предоставляли. Мы предполагаем только то, что при составлении договоров, возможно, так как есть единый расчетный центр Татэнергосбыт, данные ушли из этой организации. Так как квитанция одна, и на электроэнергию, и на ТКО приходит одна квитанция, и на одного человека получается. В прокуратуре договоры, которые УК ПЖКХ составила с жителями, считают обоснованными и законными. УК ПЖКХ в 2019 году, то есть разместил на официальном сайте информацию о намерении заключить данный договор. После этого, то есть данная информация была также опубликована на газете, то есть республиканской нашей. После этого, то есть с сентября 2019 года, данная услуга начала оказываться на территории данного сельского поселения, то есть начал вывозиться мусор. Сначала был мешковой сбор, потом в последующем
то есть установили, оборудовали места. Жалобу Марата Мингазова в прокуратуре рассмотрели. Часть вопросов перенаправили в Роскомнадзор в части законности передачи персональных данных и в Роспотребнадзор. Там должны разъяснить, насколько часто по закону должны вывозить мусор из сел и городов. Как нам сегодня сообщили в Роспотребнадзоре, норматив на вывоз мусора действительно существует и зависит от погодных условий. Если на градуснике +5 и выше, вывозиться отходы должны ежесуточно. Если на улице холодней, то раз в 3 дня. Подтвердили нам это сегодня и в компании по ЖКХ. Оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами регламентируется 354-м постановлением правительства Российской Федерации, в частности пунктом 17 приложения 1, в соответствии с которым вывоз отходов осуществляется с мест площадок накопления отходов, внесенные в реестр. По словам Айрата Шагивалеева, если мусорные площадки внесены в реестр, вывозить отходы должны по федеральному нормативу. Если нет, по графику, установленному муниципалитетом. В случае с селом Старый Юмралы площадки в реестр внесены, но график вывоза мусора отличается. Это не является проблемой, так как и на сходах граждан, и вообще с этим вопросом, кроме, понятно, Мингазова, да, никто не обращался. Вы, как сами, наверное, тоже видели, нигде мусор не скапливается на сегодняшний день, чтобы его ежедневно вывозить. А вот именно в Староюмралинском сельском поселении у нас 6 точек контейнерных площадок, имеется. Но я думаю, что проблем никаких не существует. После нашего обращения в компанию по ЖКХ здесь обещали разобраться и проанализировать график вывоза отходов в Старом Юмралы. В случае наличия фактов нарушения требований законодательства в части оказания услуги будет осуществлен перерасчет в порядке и на условиях, указанных в нормативных документах. В любом случае, какая-то заинтересованная сторона должна обратиться. Что касается площадок для складирования крупногабаритного мусора, на отсутствие которых также пожаловались жители села Старый Юмралы, со временем они обязательно появятся, заверили нас в исполкоме Апастова. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Апастовский район. Новые обвиняемые в деле по финансовой пирамиде «Фиников». В список попали еще 13 звезд. Все детали громкого уголовного дела читайте в интернет-газете «Реальное время». Детский телеканал «Шаян ТВ» совместно с комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка сегодня устроил благотворительный концерт «Балашак Жире» – песня детства. На сцене кооперативного института выступили одаренные дети, победители фестиваля «Сяйлян» телеканала «Шаян ТВ». Насладиться хитами пригласили воспитанников детского дома Казани и учащихся Базарно-Матакской гимназии Алькеевского района. Также для гостей, среди которых были депутаты Госсовета, представили выставку «Мин Татар Баласе». Это лучшие работы со всей республики по мотивам народных сказок, загадок и пословиц. Также посетителям показали экспонаты Центра татарской культуры. Это портреты, книги, одежда, предметы быта начала 20 века. Этим концертом в священный месяц Рамазан хотели их порадовать, хотели поднять настроение. Сегодня исполняются песни победителями фестиваля «Сяйлян». Те песни, которые они исполняют, они, в свою очередь, являются победителями конкурса «Балашак Жире». Это конкурс, который организовала комиссия при президенте Республики Татарстан по сохранению и развитию татарского языка. Каждое свое выступление я прихожу дарить тепло, позитив и, конечно же, обрадовать всех зрителей. Республика готовится ко дню рождения Габдуллы Тукая и празднованию Дня родного языка. Его отметят во вторник, 26 апреля. В Татарстане пройдут порядка 200 мероприятий. Основные торжества будут у памятника поэту в сквере Тукая. Сегодня городские службы привели скульптуру в праздничный вид. Давайте посмотрим на это глазами нашего оператора Ильшата Мухаметова.
Сегодня в Казани отметили день рождения Владимира Ленина. В этом году со дня рождения основателя первого в истории социалистического государства 152 года. В Казанском доме-музее стартовал проект «Народная библиотека». Все посетители смогут выбрать на память любую из представленных книг о Ленине, его эпохе и наследии. Что предпочитают современные почитатели Владимира Ильича и как после пожара собираются восстановить музей-заповедник Ленина-Кокушкина, узнал Дмитрий Аринин. Я когда-то в 13 лет начинала читать эту книгу. Это было... Историю семьи Ульяновых за авторством Брежнева в отрочестве Любовь Камалова так и не дочитала. Сейчас, благодаря проекту «Народная библиотека», начатое можно наконец-то завершить. Если описывать все это, не хватит и дня. Потому что она захватывающая, она интересная, это надо читать. Для всех посетителей книги Ленина и о Ленине бесплатно представили в Казанском доме-музея Владимира Ильича. Около 500 изданий в свое время передали райкомы партии. Их можно взять безвозмездно, просто для прочтения, оставить себе. И основная цель Народной библиотеки и вообще работы Дома-музея Ленина – это объективное отношение к истории. Отметить день рождения Владимира Ленина сегодня в музей пришла делегация его почитателей во главе с лидером коммунистов республики Хафизом Миргалимовым. У меня есть все книги Маркса, Энгельса, Сталина на русском татарском языке и книги Ленина, 55 томов. Все прочитал, не могу сказать, но основное, которое мне нужно, я учился в университете, сидел в библиотеке, и читал, и пролистал, и вникал, и до сих пор, когда нужно на какие-то вопросы-ответы, я листаю, нахожу. В советское время появилась и целая плеяда авторов, описывающих труды Владимира Ильича и истории всех членов его семьи. Очень интересна его биография, потому что это величайший человек, основатель советского государства. Как закалялся Сталин. Это как раз описывалось это время. Я это прочитал, и как вдохновлял он всех. И хочу еще узнать про это все. За праздничным чтением почитатели Ленина не забывают и о делах. Необходимо восстановить после пожара музей-заповедник Ленина-Кокушкина. Мы уже обратились к президенту. Москва тоже об этом знает. Все методы хороши, все финансы, как говорится, тоже хороши. Я думаю, в этом году, наверное, будет уже новый срок. Народная библиотека в музее Ленина будет открыта еще 2 недели. В этом году главное детище Владимира Ильича отметит свой юбилей. 30 декабря исполнится 100 лет основанию Советского Союза. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Библиотека рукописных исторических книг, кофейня, номера, которые будут сдаваться в аренду. Все это со временем, возможно, появится в самом красивом старинном особняке Казани, знаменитом доме Ушковой. Напомним, почти целый век там располагалась Национальная библиотека. Осенью 2020 года фонды вывезли. Сейчас здесь активно готовятся к масштабной реставрации. В начале недели проект представили президенту Татарстана. Сохранится ли там знаменитый грот-зал и будут ли пускать туристов, расскажет Юлия Гоголева. Камешки разных оттенков. И здесь, то есть объем придается стволу, листья тоже играют разными оттенками. Лестницы из черного мрамора, знаменитые витражи с японскими мотивами, камины из уральского змеевика. Это не просто историческое здание, настоящий дворец, который сохранился практически в первозданном виде. Дому Ушковой больше 100 лет, и почти век здесь располагалась Национальная библиотека. Осенью 2020 года отсюда вывезли все фонды, сейчас готовится к реставрации. Главное здесь не торопиться, не аврально, а шаг за шагом. Закрыли пространство, спокойненько реставраторы по паркету его делают. Закрыли комнату, потолки сначала, потом окна, рамы. Скрытые смыслы, послания архитектора Карла Мюфке здесь повсюду. В иероглифах на паркете и на потолке, на лестницах и дверных ручках. Как привести в порядок эту красоту, сохранив ее аутентичность и воссоздать облик, задуманный его первым владельцем Алексеем Ушковым, задача не из простых. В этом доме нет ни одной случайной детали. Каждый сантиметр пропитан духом старины. Поэтому к предстоящей реставрации здесь относятся более чем щепетильно. Главный вопрос сейчас – как сохранить историческое убранство, не превратив здание в обычный музей. На самом деле здесь вернется и музыкальный магазин, и книжный магазин, и вернется кофейня. Мы даже продумаем о том, что мебель, меню мы должны восстановить.
то какой прикид на них был, столики, вот это все мы хотим окунуть. Вот, понимаете, весь дом, он должен вернуться к своему исходному предъявлению. В начале недели проект реставрации дома Ушковой представили Рустаму Миниханову. Он все еще не утвержден, но известно, грот-зал со знаменитой оранжереей и стенами из натурального ракушечника останется нетронутым. Экскурсии сюда и в другие уникальные залы, в которые раньше доступ был воспрещен, сохранятся. Часть помещений, как и 100 лет назад, возможно, будут сдавать в аренду. Здесь 700 квадратных метров, на которых жили хозяева. Всего дом 2519 квадратных метров. То есть 1800 квадратных метров были доходной частью, которые приносили деньги, на которые в том числе дом жил. И мы к этой схеме считаем, что вполне возможно вернуться. При этом, конечно, тщательный отбор арендаторов, чтобы они дух и стиль дома выдерживали. Когда же начнутся работы по реставрации, какой объем финансирования будет выделен на этот проект, пока точно не называют. Ясно одно – этим будут заниматься лучшие специалисты страны, восстанавливавшие Эрмитаж и другие культовые сооружения. Юлия Гоголева, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи в 21:30. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Квартиры в Светлой долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Белка закрывается навсегда. Последний день работы магазина 26 апреля. Ликвидация коллекции шуб и пальто со скидками до 60%. Белка, Татарстан 7. Конкурс «Мини-Мисс Татарстан-2022». Кастинг 24 апреля. Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Регистрация по телефону 29 010 29. Возрастное ограничение 0+. Здравствуйте! Все явственнее ощущается присутствие весны. Комфортная погода набирает обороты. Об этом чуть позже. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца апреля бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу в Бугульме, Вавлах, Азнакаево безоблачно и очень тепло, до плюс 14. Солнечный антициклон крепко обосновался и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Температура повышенная. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши ясно, сухо и тепло. Ночью пока прохладно, -3, а вот днем плюс 14. Солнце с лихвой восполняет долгое отсутствие тепла, а столбики термометров поднимаются все выше и на северо-западе республики. Самое время отправляться на природу. В Болгар, Дрожжаное, Буинск пришло тепло и пока уходить не собирается. Это очень радует. Будет солнечно и безветренно. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше комфортная погода, осадки не прогнозируются. Плюс 13 на термометрах. В воскресенье набегут облака, но температура не изменится. И еще одна полезная информация. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Спрашивайте в аптеках Фармлен. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Новостройка. Вторичка. Загородная недвижимость. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн-заявку на akbars.ru.
Новостройка, вторичка, загородный дом. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн-заявку на akbars.ru. О погоде в столице. В Казани будет ясно и сухо. Ночью около нуля, а днем плюс 15. Ветер восточный, умеренный, атмосферное давление в норме, влажность воздуха 52%. В магнитном поле Земли спокойно. И еще одна полезная информация. Вьетнамский рынок приглашает вас на комфортный семейный шопинг по адресу Казань журналистов 100. Вы сможете не только подобрать одежду и обувь для всей семьи, но и вкусно пообедать в кафе на территории рынка. Вьетнамский рынок на журналистов 100 – это семейные традиции выгодных покупок. Устройте комфортный шопинг. Одежда и обувь для всей семьи. Товары для вашего дома, сада и дачи. А также вкусный обед. Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Обсуждаем работу строительной отрасли в условиях санкций. Разговариваем с замечательными экспертами. Много чего осталось за кадром, и мне очень жаль, что вы это не слышали. Но вместе с тем у нас есть повод задать друг другу дополнительные вопросы. Мы остановились еще на теме общественных обсуждений, отмена общественных обсуждений. Вот, честно говоря, население, жителей-то волнует отмена общественных обсуждений. Насколько они могут повлиять, насколько это важно для строителей, необходимость меры поддержки, и насколько это затрагивает интересы зрителей. Вот Сергей Михайлович очень хорошо говорил в паузе. Я хочу сказать одно, что общественное обсуждение никто не отменил. Значит, общественные обсуждения остаются. Вносятся лишь незначительные корректировки. При строительстве существуют такие ситуации, которые в соответствии с нормативной базой требуют внесения изменений в градостроительную документацию. Соответственно, эти изменения должны быть вынесены на общественное обсуждение. А у общественных обсуждений существует целая процедура. Значит, вот Анастасия Анатольевна, она уже несколько раз поднимала руку. Вот добавит, наверное, да. Ей, если это мы слово предоставим, она очень популярно расскажет всем и пояснит, что от этого никто не получит никакого ущерба, за исключением того, что проект сдвинется быстрее. При том, что на крайней встрече, которую мэр города Ильсур Раисович проводил с застройщиками, он однозначно сказал, что все знаковые моменты, все ситуации, связанные с развитием города, с его перспективой, не сиюминутные решения, они все будут проходить через общественные слушания. Но срок этих общественных слушаний сократится, по процедуре сократится. И активные жители, которые будут участвовать в этих обсуждениях, просто должны сконцентрироваться и в кратчайший срок подать свои замечания и предложения, которые, безусловно, будут учтены. Это вот моя личная точка зрения. Хорошо. Анастасия, есть что добавить? Я как раз этот вопрос прокомментировать. Прежде всего, хотелось бы сказать, что на самом деле сокращение процедур, сокращение сроков процедур, которые связаны с разрешительной документацией, это одна из идей федеральных органов, и она транслируется и вниз на регионы, и на места. И при этом надо сказать, что к этому очень аккуратно подходит и законодатель, потому что те дебаты, которые проходят в Думе и в профильных министерствах, говорят о том, что при этом никому не хочется с водой выплеснуть дитя и потерять какие-то важные необходимые процедуры, связанные с безопасностью, с мнением, выявлением мнений населения. Но вот как раз то, что касается общественных обсуждений, полномочия по тому решать, каким образом и какие документы будут обсуждаться, переданы на эти полномочия на регионы. И как раз Ильсур Раисович подтвердил о том, что все знаковые вопросы мы считаем, что необходимо сохранить общественное обсуждение по ним. Но сегодня есть градостроительные вопросы, такие, например, как проект межевания территории, которые непосредственно касаются только правообладателей, которые на этой территории находятся, имеют объекты. И при этом общественное обсуждение серьезно откладывает сроки утверждения таких документов. И еще хотелось бы обратить внимание на то, что 15 числа состоялось заседание Казанской городской думы, и были приняты уже сокращенные сроки общественных обсуждений, те, которые можно было сократить на уровне города.
И сегодня это существенное сокращение. С 28 дней мы практически можем выйти на 14 дней проведения общественных обсуждений. И в основном это сокращение за счет процедур, когда население не участвует, а просто висит документ, и он чего-то ждет. Хорошо, Анастасия, да, спасибо, да, я вас... непосредственно обсуждение. Да, я вас понимаю, то есть почти в 2 раза, да, сокращение сроков. Сейчас еще такой вопрос, но не могу его не задать. Действительно, мы говорили, что много чего упростили, большие процессы идут. Как все это может отразиться, поддержка отрасли вот в этом виде, может ли это отразиться на качестве строительства? Качество должно оставаться на достойном уровне, никакого ущемления вот этой продукции, выпускаемой нашими строителями, не должно отражаться в негативном плане. Поэтому это не должно никаким образом отражаться на качестве. Это вот мое мнение и мнение нашего министерства. Нет, ну хорошо, не должно это одно. Но это несравнимые вещи. Мы же не кладем меньше цемента, например, в раствор. Понимаете? Это вообще абсолютно другая вещь, не связанная с непосредственным строительством дома. Не строим домики ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуфа, да? Конечно. То есть вот, не отражается на этом, да, Наиль? Есть же, во-первых, стандарт предприятия. У нас очень требовательный клиент на сегодняшний день в Казани. Вот если мы говорим про Казань, мы некоторые вещи закладываем с запасом, мы некоторые вещи делаем больше, чем даже должны по нормативам, потому что, клиент у нас избалованный в городе, у нас как бы требования у людей. И вот это упрощение, девелоперы, застройщики, это не одноразовые фирмы, которые построили один дом, убежали, и все. У нас есть имя, мы отвечаем, несем ответственность, у нас гарантийные обязательства. Это ни к какому удешевлению это не приведет, это приведет просто к ускорению сроков. Хорошо, есть что добавить, Наиль? Качество улучшится только, не ухудшится. Коротко, ясно. Конкуренцию никто не отменял. То есть конкуренция все равно остается в нашей среде. К тому же мы говорим о чем? О сокращении сроков оформления бюрократических вот этих процедур. Это не влияет на качество материала, на качество технологических каких-то процедур, потому что мы проходим многоуровневый слой проверки. Сначала госорган нас проверяет, потом, допустим, как генподрядчик, нас проверяет заказчик, потом нас проверяет управляющая компания, а потом мы еще должны все это предъявить покупателям. То есть там много уровней, на которых ты Госстройнадзор, тоже не забывайте, а у него еще больше ужесточились требования, и двойная проверка сейчас, все вы знаете. Технику безопасности никто не отменял, качество никто не отменял, проверки все... Один из тезисов был высказан, что нормативная база должна стать добровольной к применению. Я со своей стороны хочу сказать, что тот, кто хочет остаться в рынке, значит, добровольно будет применять действующую нормативную базу и от нее не отступать. Вот и все. Хорошо, спасибо. Сейчас к теме импортозамещения. Прошлой неделе прогремело, да, заявлением спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, который узнал, что, в общем-то, в России нет завода по производству гвоздей. Я лет 20 назад об этом знала, похвалюсь. Так что происходит со сферой импортозамещения? Какие проблемы уже сейчас возникли, какие сложности будут, что предвидите, какие есть заделы? Наиль. Во-первых, пандемия нас научила делать запасы. Мы к чему, я думаю, все с этим столкнулись. Теперь у всех есть запас импортного оборудования, потому что сроки увеличились, поставки увеличились во время пандемии, перебои были. Сейчас все сделали достаточно хорошие запасы, это все есть. Плюс импортозамещение, у нас же не со всеми странами, у нас есть аналоги, есть альтернативы. На сегодня здесь все это прорабатывается, каких-то серьезных проблем мы в этом не видим. Что-то, может быть, приведет к удорожанию, да, мы это все понимаем. Но все будет, никуда ничего не денется. Наверное, важнее стоимость строительных материалов, которая выросла сейчас. Это серьезный вопрос, серьезный вызов, я считаю. Я считаю, здесь на уровне федерального правительства должны быть предприняты какие-то меры, потому что есть антимонопольное законодательство и так далее, да? Но мы же видим, у нас электроэнергия не выросла в стоимости, внутренний газ не вырос, ничего не выросло по факту-то. А почему-то стоимость материалов подросла достаточно серьезно. И это ведь тоже греет рынок на то, что у нас, получается, стоимость строительства увеличивается. Это серьезно. А если стоимость строительства увеличится, то и стоимость продажи тоже, соответственно, растет. Вот это, я считаю, один из основных, потому что я, допустим, не вижу, что-то меняется в этой области. Как с этим борется именно на федеральном уровне? Конкретно по металлной продукции уже решение принято федеральным центром, Минпромторг, Российской Федерации. Сами с УФАСом уже конкретно дали установки, что не выше какого-то параметра стоимость 1 тонны металла. То есть, поэтому Москва в этом плане очень хорошо начала работать.
дай бог, чтобы это продолжилось. А так, импортозамещение на сегодня самое больное место – это оборудование, которое раньше покупалось стран европейские и США. Поэтому сейчас идет переориентация на азиатские рынки, на другие, которые с нами работают. И Евразес в этом плане тоже подспорье. Тем не менее, мы сегодня можем констатировать, что импортозамещение, оно на самом деле давно шло, просто сейчас оно ускорилось. А так в Татарстане промышленных материалов, она развита, и мы все практически сами производим. Его достаточно для нашего рынка и на другие субъекты поставляем. Поэтому вот именно ключевой момент – это оборудование. И более того, наши предприятия промышленного материала поднимали вопрос именно по запчастям, которые придется через какое-то время закупать, а эти европейские фирмы могут их просто нам не продавать. Вот в этом плане есть проблематика. То Но она есть тоже покупать будет не запчасти, решаться, а оборудование да, уже у другой компании, да, обновлять? Да. Если учесть, что наши заводы в последние годы, особенно КДСК, кирпичные заводы, модернизировались именно по технологиям западным, то к нему запчасти тоже надо иметь во время эксплуатации. Поэтому в этом плане есть проблематика, которую будем совместно регулировать, решать. И, наверное, какие-то запчасти будем изготавливать и в Российской Федерации. Было бы замечательно, Сергей Михайлович, вот реально, на каком оборудовании работать? Действительно, есть ли эта проблема? Я думаю так. Вот нет худа без добра. На сегодняшний день, значит, строительная индустрия должна просто подтянуться внутри себя. Понятно, что на первой стадии, наверное, будет создаваться некий дефицит. Не все мы своевременно сможем получить, потому что нарушены не только как бы поставки какого-то конкретного вида оборудования, в основном большая часть их и так, этого оборудования и так или иначе изготавливалась через азиатский рынок, но нарушилась логистика, поэтому несвоевременность поставок, более поздний срок. Именно поэтому, чтобы не задушить отрасль, и были приняты вот эти вот инициативы, связанные с уменьшением потребительского экстремизма, значит, как его там назвали, значит, с сокращением, с возможностью продления сроков разрешения на строительство и так далее и тому подобное. Потому что завтра, когда экономика стабилизируется, строительная отрасль будет востребована, и ее необходимо сохранить. А когда экономика начнет расти, на строительстве возникнет пик. К этому времени как раз предприятиям стройиндустрии нужно и успеть войти на этот рынок. И я думаю, что они сейчас не спят, а как раз этим и занимаются. Ну, у вас на предприятии, в компании, какие проблемы сегодня с импортозамещением? Какие болевые точки? Знаете, вот у нас компания состоит как бы из двух основных направлений. Генеральная компания, она занимается государственными контрактами, строительством. Ну, мы помним инфекционную больницу, да, знаменитую, за 100 дней. Значит, мы занимаемся строительством собственным, строительством коммерческим. И сегодня у нас в работе действующих проектов нет. Мы сейчас готовим 2 проекта, и в скором времени как бы мы выйдем с ними на рынок. Значит, поэтому сейчас говорить о них преждевременно, но те материалы и то оборудование, которые мы сейчас прорабатываем, пока мы не видим больших проблем, что они нас куда-то уведут вдалеко. Спасибо. Эмиль Наилевич. Ну, мне тоже добавить нечего, на самом деле. Большой рынок стройматериалов, который выпускается у нас в республике, в России вообще. Я не согласен, на самом деле, про гвозди. Гвозди есть у нас. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю, что пока вполне есть. И, ну что, вот, ну, наверное, коллеги, это, ну, насосы, да, какие-то там, которые там поставлялись из Европы. Сказал по поводу оборудования. Вот. Да, насосы, вот такие вот вещи, понимаете, лифты, может быть, да, вот это вот. Но это все у нас тоже производится. Лифты, электроника. Да, вот это только, но это... Я думаю, это быстро достаточно заполнится, ниша. Поэтому то есть я не вижу. Это малый процент, в принципе. Для строительства. Вы имеете в виду опять азиатские рынки, да? То есть хотелось бы, чтобы это было каким-то инерционным толчком для того, чтобы внутренний рынок это смог сделать. Понятно, что промежуточно мы сегодня не сможем сделать там за 2 секунды. Мы сейчас временно сейчас мы где-то наберем, рынки. логистические цепи восстановим, наберем, где открыты у нас границы, но потом... Но даже, смотрите, вот сейчас предприятие есть у нас в России, которое говорит, мы изготавливаем. Начинаешь разбираться, он сам не изготавливает, он просто комплектует. Он собирает здесь, из того, что осталось, или аналоги, и собирает, грубо говоря, тот же самый насос, и нам выкидывает на рынок. То есть завтра он тоже прекратит свое действие, потому что у него кончатся комплектующие. Поэтому
будет определенное время, в которое нужно уложиться и создать что-то свое. То есть выход на азиатские рынки – это временное явление? Это временное явление, и мы опять будем завязаны к ним. А технически 95% материала у нас свое. То есть весь конструктив мы поднимаем свой. Без проблем. Монолит, арматура, кирпич, газобетон, все окна свое. Здесь производятся. Трубы, окна сейчас хорошие. Понятно, что где-то там фурнитура будет, но менять там будут где-то что-то. Но это тоже все решаемо. Хорошо, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Точно. Пока на этой позитивной прервемся на рекламу, а потом продолжим. Пасха Христова. Прямая трансляция праздничного богослужения из собора Казанской иконы Божьей Матери. 23 апреля в 23:30. Ничего лишнего, только проверенная информация. Делаем новости вместе. Между нами только экран. Находка поздравляет со светлым праздником Пасхи. Молоко сгущенное Алексеевское 189 рублей 99 копеек. Яйцо Kinder Joy 69,99. Курага абрикос сушеный 179. Цены действительные по 24 апреля 2022 года. Подробности у продавцов. МВД по Республике Татарстан предупреждает, как избежать мошенничества в социальных сетях. Вы получили сообщение от знакомого дать деньги в долг или о тяжелой болезни родственника. Не спешите совершать банковский перевод, позвоните ему. Помните, практически 100% таких писем рассылают мошенники. В случае, когда такая рассылка произошла с вашего аккаунта, то немедленно заблокируйте страничку и смените пароль. Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112. Закажи рекламу на Булгар-радио. Телефон в Казани 5 705 095. Принципы работы детского телефона доверия 8 800 2000 122. Доступность. Думаешь, что в вашем городе телефон доверия не работает? Уверен, что вечером никто не возьмет трубку? Доступен для детей и родителей. Из любой точки России. Неограниченная длительность разговора. Бесплатно с любого телефона. Детский телефон доверия. 8 800 2000 122. Каждый день принимаем тысячи звонков со всей страны. Круглосуточно. www.телефон-доверия.ру. Доступно, анонимно, бесплатно. С любовью к вам и верим, это взаимно. Делаем новости вместе. Между нами только экран. Продолжаем программу. Остановились на том, что выход на азиатские рынки – это лишь такое временное, наверное, явление. У Олега Коробченко, депутата Госсовета, звучала всегда фраза: нужно вводить жесткие санкции после вот этого временного явления, да, и вообще не впускать в страну ничего, включая электронику и так далее, и так далее. Вообще реально в этой ситуации строительной отрасли выжить? Выжить. Ну, обязательно выживем. В условиях жестких санкций в отношении... Строительная отрасль – это вообще локомотив экономики, поэтому у нас выбора нет, надо выживать. А технически ничего страшного нет, будет переходный период, просто главное, чтобы он не затянулся. Соответственно, после 2, 3, 4 месяцев будет уже более понятная ситуация. Я думаю, производственные мощности появятся, аналоги появятся, потому что уже, сколько я знаю, ребята именно вычленяют проблемные участки и заостряют на этом внимание. То есть есть люди-инвесторы, которые хотят вложить деньги именно в производство у нас, они смотрят те же самые насосы, вот они рассматривают варианты, что можно у нас сделать из наших комплектующих. То есть люди двигаются в этом направлении уже. Я, пожалуй, не соглашусь, потому что просто этот рынок, он заместится. И я все-таки считаю, что азиатским рынком он заместится. И невозможно так быстро перестроиться и увидеть в эксплуатации оборудование. Но мы же потом можем успокоиться, впасть в зависимость от Китая в этой ситуации. Да? То есть, а мы тут хотим вроде бы окончательно решить бесповоротно и стать абсолютно самостоятельной страной. В конечном итоге должна быть конкуренция, и в этой конкурентной борьбе будет выживать сильнейший и займет то место, которое нужно.
Наиль, как вы считаете? Не надо просто полностью закрывать. Есть же заградительные меры государства разные, там пошлины. Ну, по повышению пошлин даст развитие тоже. Но никто не будет успокаиваться, будут искать также возможность производства. Ну, банально, мы же вот использовали, ну, мы используем, например, голландский кирпич. Вот сейчас происходит это. Мы наши, ну, оказывается, российский кирпич ничем не хуже. Почему мы используем, да, его? Голландский кирпич по такой технологии производит уже 20 лет. В России его производят еще только 5 лет. Вроде как страшно пока покупать. Ну, нет длительных испытаний. Но в итоге-то качество ничем не отличается. И сейчас, да. Ценовая? Что? Ценовая категория? Ценовая категория, российский даже дешевле оказывается. То есть и сейчас вы... Сейчас мы рассматриваем вот на новых проектах использовать, да, уже российский кирпич, потому что, ну, голландского, во-первых, и нету, во-вторых, качество-то ничем не хуже. Просто, ну, мы привыкли, у нас в менталитете в голове, что там западное лучше, это как бы мы лучше купим его. Да, мы лучше купим его и как бы поставим. А оказывается, ну, очень много альтернатив. Мы просто вот, ну, когда начинаем искать, мы находим их. Мы просто не обращали внимания на внутренний рынок. Есть очень много всего. Хорошо. Сейчас предлагаю еще сакцентироваться на том, какие еще меры поддержки, мы уже говорили по льготной ставке, да, ипотечной, какие еще меры поддержки строительной отрасли необходимы на уровне федерального, республиканского уровня. Что еще надо, чтобы строительная отрасль вот этот период неопределенности прошла и была готова к подъему экономики? Ну, мы вот уже в ходе обсуждения сегодня говорили об этом, да, что, ну, дешевые деньги нужны в двух же как бы направлениях. Да? Дешевые деньги нужны потребителю, то есть льготная ипотека и так далее. Дешевые деньги нужны и непосредственно застройщику. То есть здесь как один из вариантов рассматривается вопрос вовлечение денежных средств, которые были направлены и лежат на депозитах в СРО. Я думаю, Ильшат Сахапович эту тему более интересно раскроет. Ну, я могу сказать по тому, что у наших СРО, а у нас их 3 в Татарстане, есть порядка 4 миллиардов денег, которые уже накопились. Почти половина из них, 2 миллиарда, можно было бы пустить, чтобы они выдавали займы своим членам СРО. Для этого они должны провести свои собрания, принять соответствующее решение. И при этом процентную ставку они могут принять любую. То есть самую низкую могут, может, 0%. Это их решение будет. Понятно, что это будет под залог, но годичный цикл кредита, допустим, под нулевую ставку, наверное, здорово помогли бы подрядчикам, застройщикам. Что для этого нужно? Да, Я так понимаю, что воспользовались Нет, бы, да? Сегодня законодательство позволяет. Я думаю, что СРО этим будут заниматься. Вот они сейчас проведут свои собрания буквально после майских праздников по регламенту и реально начнут выдавать займы. Хорошая мера поддержки, Я правда? воспользуюсь, попробую этим. Механизма реализации пока нет. Четкий механизм нужен, понятный. Ну, да. Она уже будет. Мы много говорим о девелоперах, об МКД, но строительная отрасль не только из этого состоит, но также от социальных и инфраструктурных объектов. Вот здесь тоже нужно обратить на это внимание, потому что для нас, для девелоперов, это тоже важно, потому что мы все хотим качественного и комфортного проживания, и безопасного проживания для наших клиентов, для наших жителей. О том, что необходимы госзаказы на строительство социальных объектов, я так понимаю, да? Социальная инфраструктура. Все же знают, что у нас инженерные сети, да, это большие проблемы. И до вот этих событий обращали на это внимание. Я думаю, все это подтолкнет, просто мало времени прошло, и обратят на это внимание. Конечно, для нас это тоже будет очень хорошим моментом для развития вот самой строительной отрасли и именно жилого комплекса. На самом деле строительная отрасль многогранная. Вот правильно, я полностью поддерживаю коллегу. Тоже умалчивать нельзя тот факт, что президент Татарстана ежегодно утверждается программы государственные, более чем 44, и объемы там очень немаленькие, 60 миллиардов и более. Вот эта программа для наших строительных компаний является палочкой-выручалочкой постоянно. Это рабочие места, это гарантированный госзаказ. А вот то, что по инженерии было сказано, на сегодня Татарстан работает именно по кредитам на сети по линии фонда ЖКХ. У нас там порядка 15 миллиардов планируется освоить в последние 2-3 года. И, соответственно, еще по КРТ, который на сегодня начинает реализовываться. Вот Лаишевский узел, Большой Зеленый Дол. По ним сейчас президент Татарстана выделил деньги на проектные работы. И оно включает в себя и проекты на дороги, на сети, чтобы комплексно развиваться, и чтобы у нас были как раз перспективные объемы.
который мы рассчитываем получить, в конце концов, более чем 10 миллионов квадратных метров. Это вот уже на будущее. Хорошо, спасибо. 6 минут до конца программы мне подсказывают. Сейчас давайте в завершении такой общий вопрос. У гостей в студии: не остановится ли наше строительство, сможем ли удержать цены на жилье? Ну, некие такие прогнозы. Анастасия, давайте с вас начнем. Наконец-то. Спасибо, но я здесь оптимист. Я верю в то, что все, что не делается, все к лучшему. И мы действительно и наладим и производство. И вот эта ситуация нам позволила, на самом деле, обратить внимание на то, что у нас на территории города есть уникальнейшие производства, которые экспортировали на внешний рынок свои товары. И сейчас мы их увидели, и наконец-то у них появилась возможность реализовать себя внутри страны. И поэтому я позитивно здесь рассуждаю и думаю, что мы сделаем все, чтобы и строительная отрасль развивалась, и промышленность у нас восстановилась и наладилась. Хорошо, Настя, спасибо. Эмиль Наильевич. Я считаю, что цены будут стоять на месте на сегодняшний момент. Продолжайте, Эмиль Наильевич. Будут стоять на месте. Все-таки, как Настя сказала, я тоже оптимист. Реально, что трудные времена закончатся. Надо воспользоваться моментом, который, вот вы говорили, все говорят про импортозамещение и так далее, да? Этим надо воспользоваться. Действительно, мы должны занимать те ниши, которые есть, которые мы поставляли откуда-то, там, с-за рубежа. Надо собственное производство налаживать. Конечно, надо смотреть. Я всегда помню 90-е годы, когда вообще ничего не было. Это я с тех пор работаю в строительстве, поэтому знаю это не понаслышке. Поэтому здесь у нас уникальная возможность сейчас измениться, еще больше стать независимой от других. Время возможностей. Да. Хорошо. Раиль. Ну, я думаю, что будущее у нас светлое в любом случае. То есть локомотив останавливать нельзя. При господдержке, то есть желательно все-таки на этом этапе те программы, которые были заявлены, удержать, потому что в любом случае нас это поддержит. Потому что где-то есть специфичные виды работ, те же самые ремонты, школы, все остальное. Мало того, что это будет инфраструктура, кроме этого есть коллективы, которые именно на это настроены и только это могут делать. Их тоже надо удержать. А по ценам в Казани, я думаю, цены как минимум будут те же самые или будут подниматься. А в наших уже малых городах, в Челнах, Елабуге, Альметьевске, Нижнекамске, возможно, даже после определенного момента немножко цены чуть-чуть прогнутся. Немного, конечно, но какая-то коррекция будет. Главное остановить рост цен на материалы. Стройматериалы. Хорошо. Сергей Михайлович. Я хочу сказать, что застройщик не заинтересован в повышении цены. Застройщик руководствуется основным принципом баланса между потребителем, спросом и предложениями, которые порождают. Значит, здесь вопрос зависит ведь от того, насколько действительно будет ценовая политика по строительным материалам. Но ее, слава богу, сегодня сдерживают. И Эмиль Наильевич уже это дело отмечал. УФАС четко взял на контроль и отслеживает цены, чтобы в строительстве они не задирались. Значит, и говорилось в одном из предложений о поэтапном раскрытии эскроу-счетов, потому что их наполняемость должна быть выше, чтобы мы имели более льготную ставку, и поэтапность раскрытия этих эскроу-счетов для того, чтобы деньги были вовлечены в оборот, а не лежали мертвым грузом у банка. И, в частности, наделение эскроу-счетов, вот Илья об этом говорил, функциями депозита, чтобы это была дополнительная премия застройщику в конце. Тогда цены будут стремиться к стабилизации. Хорошо, спасибо. 2 минуты. Коротко, пожалуйста. Ну, да, поддержка покупательской способности – это основное. Но на сегодняшний день нужен конечный потребитель, который сможет купить эти квартиры, льготная ипотека и, соответственно, раскрытие эскроу-счетов, чтобы наши деньги не обесценивали, чтобы мы могли их вкладывать дальше на следующие земельные участки, следующие проекты, и чтобы мы через 2-3 года не попали в эту яму. Делюс? Но все-таки, я думаю, здесь есть зависимость от инфляционной ставки. И мой прогноз то, что как минимум на 15% через год мы увидим выше цены. Хорошо. И Шацкий Захарович. Дорогу осилит идущий, будем развиваться. Другого варианта нет. Другого варианта нет. Мы можем все. Хорошо. Подведу итоги зрительского голосования. То, что мы в социальных сетях. 50% выбрали здесь третий вариант. Буду жить, как и прежде. 30%, больше 30% считают, что они приобретут квартиру после снижения и ставок, и цен.
И, что удивительно, 15% говорят, что они купят квартиру в любом случае при имеющихся ставках. Так что, в общем-то, я думаю, что этот прогноз еще более позитивный, чем был в самом начале. Согласен. Ну, конечно, здорово же. Реальное голосование, реальное, в прямом эфире, понимаете? Значит, убедили, все объяснили. Да, я благодарю всех участников программы. Было с вами очень интересно. Благодарю телезрителей. До свидания. Всего доброго. Все будет хорошо. Кичке 9 арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Изге ойда игелекле эшләр. Республика үләм ифтарында мөселманнарның бердәмлеге арта. Бердәмлекнең мәгънәсен искә алалар. 10-нчы республика күләм ифтар кайда һәм кайчан узачагын Индилә Хусәйнова белеп кайтты. Бай тарихлы Ушкова йорты нинди серләр саклый? Два иероглифа. Никто не знает их смысл. В общем, китайцы и японцы тоже нам сказали, мы не знаем, извините. Это какой-то старый текст. Ушкова йортын кайчан төзекләндерә башлаячаклар һәм ул кемгә хезмәт итәчәк? Димәк, Самдинова белешеп кайтты. Балачак бәйрәме. Балалар кечкенәдән изге